столице наблюдается устойчивый демографический рост. Численность населения достигла порядка 1 миллиона 400 тысяч человек. Это создает существенную нагрузку на инженерную инфраструктуру города, в том числе на теплоснабжение. Подача тепла планируется вместе с началом отопительного сезона до 7 октября. Мы с вами находимся на котельной Туран. Мощность котельной 600 гигакалорий в час. В этом году мы вводим в эксплуатацию первые 350 гигакалорий и на следующий год 250. В целом эта котельная обеспечивает 350 тысяч населения теплом. В этом году, в этом отопительном периоде, вводим 350, как я уже сказал, гигакалорий в час. Это около 200 тысяч населения можем обеспечить теплом. По мере развития газовых котелей, по мере получения газа в стране, появления новых ниток газа, вот такие котельные, наверное, будут сильно распространяться. И мы договорились с производителем оборудования, что мы эти заводы такие будем производить здесь, в Казахстане. И тогда у нас локализация очень будет высокая, останется совсем немного, там, запорной арматуры и все. В общем-то, мы начали строить 11 месяцев тому назад, за это время сумели построить. Хорошо, 350 тысяч. Но, значит, вторая очередь когда будет? На следующий год ведем к отопительному сезону. Да? Ведет обязательно. Франк, мы последние годы не имели дефицита, постоянно был, наоборот, был дефицит, профицита не было. Мы впервые заходим в этот сезон с профицитом почти 500-600 гигакалорий. В следующем году дополнительно еще до 1000 дают 850. Вчера мы начали разогрев 2 котлов на ТЭЦ-3. Объект строится почти 10 лет. Вот господин Хван. Мы в этом году завершаем первый пусковой комплекс строительства ТЭЦ-3. Это 4 водогрейных котла, каждый по мощностью 120 гигакалорий и один паровой котел 65 тонн в час. Вчера у нас произошло большое событие для нашей компании. Мы разожгли первый котел, сейчас вводим его в режим. В этом году первый пусковой комплекс, все котлы будут введены в эксплуатацию. Хорошо. Еще одна газовая тепловая станция, Химнези. Объект закончен. Мы планируем, что уже в ближайшие недели они будут на первое тепло. Жақсы онда. Бәрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Ең алдымен жобаның сапасы сапасы дұрыс болу керек. Жоғары болу керек. Сондықтан бәріміз енді қадағалаймыз. Бірақ дегенмен қала үшін осындай жобалар, осындай объектілер өте қажет. Сондықтан мен осы мақсатпен осындай келіп отырмын. И насосно-фильтровальная станция в этом году объемом 105 сдали. И сейчас дефицита и проблем с водой питьевой в городе нету. Завершаем в ноябре проектирование 2 проектов на среднесрочный период. Это Нуринский водовод и расширение НФС Тельман. При реализации в следующем году этих объектов у нас тоже на среднесрочную перспективу вопрос полностью снимается. И дальше, в соответствии с генпланом, мы ведем работу по каналу от Сапаева. Әрбір қалада 3 басты мәселе бар ғой енді. Жылу, жарық, содан кейін су. Міндетті түрде осы жылумен, жарықпен, сумен қамтамасыз ету керек. Энергетика, вода и тепло. 3 основные вещи, которые в обязательном порядке. Тем более речь идет о столице. Никаких перебоев, ничего. Это вопрос, в конце концов, репутации и имиджа нашего государства. Сондықтан бұл мәселені біз бәріміз жұмылып, міндетті түрде толығымен шешуіміз керек.